Совещание, поэтому я предлагаю, как сделать. Мы садимся на автобус, едем до остановки Центральной, и вот у нас будет время для того, чтобы поговорить, пообщаться. Не против? Это кто едет? Он поехал, едет? А как он едет? Здесь решение по изменению стоимости, да, уменьшение на 2 рубля, это же было решение всех частных маршрутов, которые есть в городе. То есть это коллективное решение. Естественно, может быть, кто-то был против, но большинством было принято решение именно сделать уменьшение. А этот в основном автобус на газе же ездит, да? Да, большая часть ездит на газе. Совершенно верно. Сколько? 80%, по-моему, да? Сергей Николаевич, сколько примерно? Вообще, на самом деле, практически 100% у нас работает на газе. Сейчас 2 газа применяется топливо. Это пропан, бутан и метан. Вот этот автобус новый, как раз он работает на метановом топливе. Что и позволяет за счет увеличения класса автобуса до среднего не повышать затраты именно на топливо, то есть как бы одну из составляющих, которая как раз вот находится в тарифе. То есть метановое топливо, оно более экономичнее расходы. И по цене оно дешевле. Сегодня 1 куб метана стоит 20 рублей за куб на коммерческих заправках, а пропан бутана 22,50, 23 рубля. А если коллеги Союзавто, они все это централизованно делают, чтобы не увеличить стоимость. Благодаря этому, вот и я вот еще раз повторю, что удалось сохранить стоимость 16 рублей 70 копеек из-за того, что проходит полная оптимизация как бы, всех вот составляющих, которые входят в тариф. Но, к сожалению, они растут такими темпами, что невозможно удержать вот на одном уровне это все постоянно. Вот вы сами знаете, сегодняшнего числа опять дистопливо подорожало, еще непонятная позиция компании ИТЭК по поводу пропан-бутана, как она будет выглядеть до конца года, сохранят ли они стоимость или нет пропан-бутана, такая, какая она сегодня есть. Можно даже будет строительство ГНКС, какое-то муниципального предприятия свое, то есть может не одной заправки, там может сети, которая сможет сдерживать стоимость именно на розничную цену как бы, метанового топлива. это, смотри, будет создавать муниципальное предприятие? Почему? Не, почему? Муниципального частного партнерства. Ну, есть различные варианты там. То есть... На данный момент мы изучаем возможные пути, как уменьшить себестоимость. Себестоимость проезда, да. Для этого специально созданная комиссия, она приступает к работе на этой неделе. Вот. Сначала мы должны изучить, соответственно, рынок, стоимость, возможные пути, и после этого только принять решение. Нам перевозчик сказал, что себестоимость одного человека проезда на автобус стоит 32 рубля. Будет ли предусмотрена какая-нибудь льгота, субсидия, ну вот кроме вот повышения вот школьных и социальных стоимостей? На данный момент вы имеете в виду, либо ну, вообще, в целом хотя бы далее? Предусмотрено в ближайшем будущем хотя бы, потому что они говорят, мы очень сильно экономим. Просто, ну, на на данный момент пока ничего не предусматривается. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, да, мы должны изучить в целом экономическую составляющую по каждому перевозчику, да, понять его затратную часть, понять его доходы, для того, чтобы потом... Внимание, остановка. Факультет Ну, это как естественных минимум наук. 3-4 месяца мы запланировали для того, чтобы определиться нам в целом со всей ситуацией. Пока срок стоит 1 января. Это для того, чтобы понять. Следующий срок это для того, чтобы уже внести изменения, это 1 июля будущего года. Вопрос в том, что, например, ребенок занимается в городе, там где-то в ПШИ, там или еще где-то, приходится возить. Ну, это стоит в приоритете. На самом деле многодетные семьи, они же понимают, получают целевую компенсацию именно на транспорт. То есть у них есть, я, честно говоря, не знаю, какая сумма, но они каждая многодетная семья получает. То есть они могут ей воспользоваться. В рамках социальной защиты. Да, в рамках социальной защиты, да. То есть оно уже давно предусмотрено. Другой момент, что рассматривается возможность еще какую-то дополнительную льготу дать на транспорте, да, этот вопрос как бы прорабатывается. То есть, возможно, какое-то решение будет принято. Да? Автобусы какой-то программе проявить?
Да, ну здесь, как помните, в апреле месяце подвели итоги очень большой работы, определили все-таки вот марку автобуса средний класс, чтобы он именно полностью подходил нашим требованиям. Поэтому определились пока вот на этом автобусе. Еще вторая модель КВЗ 4270. Это новый пас совершенно. То есть он, который увеличенная вместимость. 8,8. Да, это вектор, да, пас вектор. У него длина 8,8 метров. То есть с общей вместимостью 56 человек. Если простой пас он был, у него общая вместимость 39 человек. То есть практически там чуть ли не в 2 раза больше. Ну, здесь во главе всего стоя, еще раз повторюсь, чтобы не увеличить именно затраты у перевозчиков на обновление подвижного, тем самым, чтобы у нас все-таки тариф никаким образом не влиял, как бы, и не делал транспорт недоступным. Потому что вот есть очень хороший пример Нижний Новгород. Там после такой же программы реализации проезд стоил 20 рублей, и после приведения новых автобусов сразу стал 28 рублей стоить. Поэтому очень трепетно к этому относимся. И много-много ведется работы именно вот с государственными органами, и с лизинговыми компаниями, и со всеми, чтобы... Федеральными органами власти, да, для того, чтобы приобрести автобус по самым выгодным процентным ставкам по всем вещам. И вот администрация города как раз вот на приобретение автобусов Внимание, 50 миллионов. Площадь То есть как Дружбы. раз вот предприниматели, да. Да, то есть 7% годовых на 36 месяцев. Следующая То есть это в автобусы были приобретены с поддержкой администрации. Нет, это именно микрозайм через фонд поддержки предпринимателей, который существует в окружной администрации. Ну вот новый, который черный. Ну а в целом по автобусу вот эта вот первая партия, они специально как бы приобретены, чтобы понять, насколько там что-то работает. То есть максимально здесь вот утеплены полы, полностью весь салон, стеклопакеты стоят, вот, новые сиденья, это как бы все самое лучшее, что делает сегодня на завод ПАС. Низкие ступеньки, да, для... Ну, здесь широкая дверь. Вот здесь есть немножко вот вопросы у нас по пандусу возникли. Сейчас они там у нас поменяются на другие. Ну, в принципе, пока автобус работает нормально. То есть автобусов будет всего 50 вот таких, сколько штук? Вообще программа она на 6 лет, на 467 автобусов таких, и там по муниципальному еще, то есть как бы тоже считается. Там порядка. На весь город? 467 автобусов таких. Ну, полностью весь транспорт должен быть заменен в течение 6 лет. А сейчас в городе. в этом году сколько выйдет? В этом вот приобрели сейчас 18 автобусов, и сейчас планировалось еще либо в этом, либо на начало следующего года порядка 40 автобусов. Там есть определенный график по годам, по замене. То есть в среднем где-то 80 автобусов в год. Плюс-минус, да. Внимание, остановка. Русский театр. Ну и по теплым остановкам. Следующая. Данное направление также будет продолжено. Центральный. Будет строительство новых. Центральный Киев. На этот год порядка 5 остановок запланировано. Мы будем продолжать строительство. А за счет, это как государственное-частное Это, партнерство? да, в рамках государственно-частного партнерства, точно таким же образом, как были построены ранее остановки. Это получается предприниматель приходит в администрацию. Как Ну, мы определяем перечень тех остановок, где есть возможность установить такие теплые остановки. Мы проводим соответствующие конкурсные процедуры, и предприниматель, который выиграет конкурс, он имеет право возвести на данном земельном участке теплую остановку, в дальнейшем на протяжении длительного периода ее использовать, пользоваться. Ну, видите, да, достаточно современный автобус. Первая зима же. Да, ну сейчас у нас отопители тоже тут современные стоят. Сейчас как раз вот все протестируем. Внимание, Посмотрим. остановка. Ну, самое главное, что завод готов сотрудничать, устранять там все, добавлять, все по нашим требованиям. То есть, да, конечно, то есть, гарантия. Следующая. КГФ. Адрес готов? Гуманитарный факультет, корпус сторона.